Она питает весь Севастополь по Черной речке, Чернореченское водохранилище. Это она, оказывается. Сегодня у нас 4 ноября, День народного единства. Все-таки вот у нас был Советский Союз, когда братские народы жили в одной большой семье. Сейчас это все рушится. И процессы продолжают идти в сторону разрушения. Шепни на ушко одному одно, другому другое, и вот они уже будут ненавидеть друг друга, вчерашние братья. Это вот такой мир, в котором мир братства народов, в котором каждый народ живет, все народы живут в одной большой семье, равноправно, как братья. И наша сила в единстве. Почему этот праздник так важен, что только вместе мы сможем быть сильными, развиваться и противостоять тем угрозам, которые сейчас перед нами стоят. А их, к сожалению, немало. Всех с праздником, с Днем народного единства. Она питает весь Севастополь по Черной речке, Чернореченское водохранилище. Это она, оказывается. Итак, мы с вами сегодня на Черной речке. Вот в Питере есть тоже Черная речка. Елена вот говорит, что это самая важная река в Севастополе, питает весь Севастополь. Это поселок Хмельницкое, я тут рядом видел, да? Это мы немножко выехали из Севастополя, устроить небольшую прогулку и пикничок. Сейчас Лена идет показывать интересный мост. Акведук. Тут была система какая-то водоснабжения, правильно? Еще в царские времена построенная. Такой лес красивый, осенний. Слушай, здорово, что она не это. Угу. Такая вода чистая, прям прозрачная, не знаю, видно. Я думал, что все речки пересыхают в Крыму вот к концу лета. Оказывается, вот она прям полноводная. Так она же, я тебе говорю, Чернореченское водохранилище, которое питает весь Севастополь. Какие-то поля здесь мощные растут. Вообще, это небольшое видео я решил снять в честь сегодняшнего праздника. Сегодня у нас 4 ноября, День народного единства. И для меня, ну, вот лично сейчас я буду говорить про свои убеждения. Я никакую речь не готовил, просто вот сейчас вот импровизирую. Почему-то мне хочется вот с вами поделиться своими мыслями на этот счет, потому что для меня это достаточно важный момент. Вот братство народов, единение народов, я считаю, что это была очень сильная вещь. И вот, к сожалению, уже приходится говорить, вынужден говорить была, потому что все-таки вот у нас был Советский Союз, когда братские народы жили в одной большой семье. Сейчас это все рушится. И процессы продолжают идти в сторону разрушения. Придумываются какие-то вещи, которые вызывают вражду между народами. Одни других угнетают, те этим не додали, эти там не то самое. Придумывается какая-то история, в которой истории что-то там. Ну, в общем, рычагов очень много. Чтобы поссорить народы, это то же самое, что поссорить людей. Шепни на ушко одному одно, другому другое, и вот они уже будут ненавидеть друг друга, вчерашние братья. И так же происходит и у нас. А я считаю, что наша сила вот русского народа, сила русского мира. И я вот всегда говорю, что для меня русский мир – это
мир единения всех народов. Я не говорю российский как национальность. Это вот такой мир, в котором это мир братства народов, в котором каждый народ живет, все народы живут в одной большой семье, равноправно, как братья. Никто никого не притесняет, никто никого не, там, не доминирует, ничто. Вот я считаю, что вот это вот идеальное, то, что, ну, то, как должен быть построен мир. И наша сила в единстве. Почему этот праздник так важен, что только вместе мы сможем быть сильными, развиваться и противостоять тем угрозам, которые сейчас перед нами стоят. А их, к сожалению, немало. Я не буду в это углубляться, потому что это все-таки вот во многом это сугубо мое личное, вот, мои убеждения на основании того, что я знаю, что вот, в той информации, которой я поверил все-таки, да, я уже рассказывал, что истину на сегодняшний день узнать очень тяжело. И каждый человек, каждое мнение найдет для своего мнения подтверждение, фактологию стопроцентную и будет радоваться, что он прав. Посмотрите, сколько людей, столько мнений, и каждый человек считает, что он прав в своем мнении. Я, по крайней мере, научился подвергать сомнению свои убеждения, и поэтому вот стараюсь, ну, вот делать, если что-то говорю, делать ссылку на то, что это все-таки я так считаю. А я, повторюсь, считаю, что братство народов, единение народов, нас всех, это важная вещь, и очень важно, чтобы все, ну, народы, как минимум братские, да и другие народы, в принципе, вся планета может объединиться в одной большой семье. И это реализуемо, если все народы захотят, если появятся силы, которые будут противостоять тем силам, которые рушат, наоборот, это единение, каждый за себя. Такого не должно быть. Мне кажется, это просто наша цивилизация уйдет в упадок, если вот это все будет дальше идти. Такое общество потребителей, вот это все, что сейчас у нас, в нас, везде вот это все доминирует. Надо от этого уходить. Надо возвращать то, что у нас уже было. Мы еще, может быть, я там молодой, да, я родился еще там только чуть-чуть застал там эти советское время. Наши бабушки, дедушки, они хорошо помнят, что это было. Да, конечно, были моменты какие-то, где что-то там, где-то какое-то там неравенство чувствовалось, но это вот, мне кажется, просто не дошло до идеального состояния, не успело все это. Поэтому, друзья, поздравляю с праздником. Поэтому, друзья, не буду долго разводить демагогию, просто хочу поздравить всех с праздником, с Днем народного единства. И все народы, я обращаюсь ко всем народам, давайте объединяться, давайте жить дружно в одной большой семье. И тогда у каждого из нас все будет хорошо.